Главный драматический театр Ингушетии спустя 10 лет готовится представить зрителю комедию по мотивам пьесы Мусы Ахмадова «Сила волчьего хвоста», произведение о человеке, который, пользуясь суеверием и наивностью людей, пытается стать богатым и успешным. Я в данной пьесе играю Исропал. Есть такой персонаж, главный персонаж, герой этого спектакля. Он начинает с волчьего хвоста, ну и так далее, и так далее. Это все так несет, и к чему он приходит. То есть к минусу, к трагедии, к вот этой всей суете неправильной. Вот. Поэтому здесь однозначно сказать чуть-чуть сложно. Вот хорошо было бы посмотреть, как это воспримет зритель и как он это будет видеть. Здесь каждый персонаж выписан филигранно. Актеры признаются, что вжиться в роль своего героя непросто. Любая роль требует большого внимания и абсолютной погруженности. Чтобы исполнить ее отлично, нужно прочувствовать этот образ. В первую очередь автор и сама пьеса хотят показать зрителям то, что может случиться с человеком, который начал зарабатывать с помощью, который начал заниматься не совсем чистым бизнесом. Что происходит с человеком, у которого в один момент появились какие-то большие деньги, то есть его состояние, каким он был до того, как разбогател, и что с ним стало сейчас. На подготовку спектакля уходит немало времени. Актеры репетируют по несколько месяцев. Работа над постановкой – это прежде всего ежедневные читки и прогоны. Работа интересная. Очень нужная, я считаю, для нашего народа. Стараемся, чтобы был у нас и зритель, и чтобы приходили, смотрели. Мы стараемся для зрителя. В данной пьесе я дядя главного героя. Значит, всегда я недоволен его, его жизнью. Я недоволен, как он живет, как он себя ведет, как он зарабатывает, как он отдыхает. Вот этим всем я недоволен. И постоянно я упрекаю его в том, что я его лично сам воспитал. Он остался без родителей в детстве. Я его воспитал, значит, думаю, где-то я ему что-то не додал. Актерская труппа в предвкушении выхода на сцену. Премьера спектакля комедии «Берзац Оганес» обещает стать ярким событием в культурной жизни региона. Мадина Богатырева, Магомед Яндиев, Магаз 24.